В Сыкуме возобновил работу музей вредных привычек. В год здоровья экскурсии здесь получают особую актуальность. Основная аудитория – сыктывкарские школьники. Доступным языком им рассказывают о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Виктория Палкина встретилась с пропагандистами здорового образа жизни. Пятиклассница Анастасия Хозяинова в роли экскурсовода выступает в первый раз. Сегодня она работает в зале о вреде курения. Школьница точно знает, в табачном дыме можно найти всю таблицу Менделеева. А все курильщики – потенциальные онкобольные. И только крайние меры могут защитить детей от пагубной привычки, уверена юный волонтер. Я бы сигареты не продавала. И запрещала, например, в всяких источниках о них рассказывать. В музее равный обучает равного. Рассказывает о том, чего лучше не пробовать никогда. По словам педагогов, говорить подросткам о том, что курить и пить плохо, зачастую бессмысленно. Дети такие беседы со взрослыми воспринимают как нравоучение. Другое дело – диалог между школьниками. Когда стоит пятиклассник и рассказывает о вреде курения ребятам старшим, 8 классу, 9 классу, эффект получается совсем необыкновенный, поскольку, как говорят сами старшеклассники, прикольно смотреть, когда мелкие тебе рассказывают о таких вредных веществах, как табак. Стоит задуматься. Это я вот буквально цитирую. Сигареты из ваты и сигареты вместо зубов. Все экспонаты сотрудники музея вредных привычек делают сами. Экспозиция о вреде алкоголя меняется, пожалуй, чаще других. Сначала дети подсели на пиво. Сегодня школьников захлестнула другая беда – энергетики. Многие подростки и не подозревают. В жестяных банках скрываются большие проблемы. В этих банках на самом деле энергии-то никакой нет. Что это вытаскивается потенциал ребенка, что организм, он накапливает эту энергию, а энергетики, они просто вытаскивают эту энергию, и в дальнейшем эта энергия потом как бы уменьшается, и идет в дальнейшем привыкание к этому энергетику. Сотрудникам музея вредных привычек помогают волонтеры. Отряд в этом году пополнился свежими силами. С новыми детьми пришла и новая информация, говорят педагоги. Именно новости из детской среды помогают обновлять и актуализировать экспозиции. Нам очень ценен именно этот взгляд с их стороны, с детской стороны. Потому что нам, взрослым, иногда очень трудно понять, что же они на самом-то деле думают. А когда в дружеской обстановке волонтерского отряда, это все-таки дружеский коллектив, идет обсуждение всяких проблем, там выходит на поверхность буквально все. Все, что сейчас происходит в детской среде. Здесь организуют и выездные виртуальные экскурсии в школах. Педагоги понимают, далеко не все посетители музея сделают правильный выбор. Но если хотя бы один ребенок уже в своей компании расскажет о том, что услышал, результат непременно будет. Виктория Палкина, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар.